Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы в прямом эфире. Это программа «Якутск сегодня». Мы выходим одновременно и на телевидении, и радио ТИТИМ «Саха-Радио» – это национальная вещательная компания «Саха». Режиссеры Мария Новгородова и Максим Владимиров. Здравствуйте. В нашей сегодняшней передаче принимает участие Мария Трофимовна Слепцова, руководитель Якутского кадрового центра, Юлия Николаевна Захарова, начальник отдела профобучения и профориентационной работы. Добрый день. Раиса Степановна Чиркова, исполняющая обязанности начальника отдела по работе с работодателями. Здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые телезрители и радиослушатели, телефоны прямого эфира 32 2066 32 11 66. Вот сегодня, как видите, у нас представители Якутского кадрового центра находятся, поэтому здесь тема у нас сегодня обширная, в двух блоках сразу пойдет наша сегодняшняя программа. Мы будем говорить о политике в области занятости населения, о ситуации на рынке труда, о трудоустройстве участников специальной военной операции, профобучении, меры поддержки работодателя, ну и другие вопросы. Поэтому, если есть какие-то у вас вопросы к участникам телерадиопередачи, то, пожалуйста, набирайте телефоны прямого эфира, которых я уже назвал выше. Итак, Мария Трофимовна, раньше вы были офис «Моя работа», и вот сегодня я назвал Якутский кадровый центр. С чем это связано изменение? Во-первых, добрый день. Добрый день. Ага. Действительно, значит, вот у нас названия, меняются, и раньше, если мы были центром занятости населения города Якутска, потом переименовались в управление занятости населения городских округов, офис «Моя работа», и сейчас вот по всей России идет модернизация службы занятости, и в рамках этого все центры занятости переименовались теперь в кадровые центры. И мы также идем со временем, и поэтому, значит, называемся на сегодня территориальным центром занятости населения города Якутска, а так в народе, значит, будем называться все равно, значит, Якутским кадровым центром теперь. Это чтобы, значит, мы действительно надо понимать, что мы занимаемся и кадрами, и работодателями, и, естественно, значит, людям помогаем в первую очередь это в трудоустройстве. Да, конечно, правильно. Ну что ж, первый вопрос традиционный, конечно, Мария Трофимовна. Какова ситуация на рынке труда города Якутска на сегодняшний день? Если взять, два первых месяца, январь-февраль месяц, к нам обратилось 675 человек в поиске работы. Эти показатели, если сравнивать с прошлым годом, за 2024 январь-февраль, то на 9% есть увеличение. Также, если посмотреть вообще по структуре, то больше превалирует, что интересно, раньше были женщины, сейчас превалируют мужчины. 377 мужчин к нам обратилось, или это 56%. Средний возраст граждан, ищущих работы, 39 лет, и больше всего ищут работу с высшим образованием граждане. Или это 42% составляет, и среднеспециальным образованием это 30,7%. Итак, значит, получается 72,7% это люди, которые ищут работу с профессиональным образованием. Признано безработными 298 граждан, это 44% от числа обратившихся, зарегистрированных в поиске работы. 223 смогли трудоустроиться в эти 2 месяца, это 33%. И на 1 марта у нас состояло на учете в поиске работы 1038 человек. И безработных это 682, в том числе по городскому округу город Якутск это 671 безработный гражданин, и по Жатае у нас, значит, состояло на учете 11 безработных граждан. Если сравнить тоже с аналогичным периодом прошлого года, то на 26% снизилась численность безработных. Если посмотреть вакансии, то по вакансиям надо сказать, что наоборот идет увеличение. За 2 месяца через портал «Работа России» к нам поступило 2123 вакансий, и это
В прошлом году в это время, значит, к нам поступило 1676 вакансий, да, и отсюда видно, что где-то 26%, 26,7% даже процента было увеличение вакансий. И на 1 марта у нас было вакансий 1392 вакансии, это на портале «Работа России», из них 551 это по рабочим профессиям, это 39 где-то процентов, да, получается. И самые востребованные вакансии, если вот посмотреть по рабочим, это и водители автомобиля, водители автобуса, уборщики, значит, те, которые убирают разнорабочие, дорожные вот работники, да, также это продавцы, кассиры и так далее. А если из служащих посмотреть, то это различные инженеры, менеджеры, врачи, преподаватели, специалисты, инспекторы и так далее. Вот такова ситуация на рынке труда на сегодня. Ну что ж, уважаемые телезрители, радиослушатели, действительно, вот вы уже услышали вот с первой информации Марии Трофимовны, действительно, есть вакансии, да, их достаточно, в общем-то, поэтому я думаю, что если у вас есть какие-то вопросы, возникли они в ходе нашей сегодняшней беседы, нашего сегодняшнего прямого эфира, звоните, пожалуйста, 32 2066, 32 11 66, и сегодня участники нашей телерадиопрограммы ответят на эти ваши вопросы. Так, Мария Трофимовна, ну вот с 1 января текущего года, ну, тоже, скажем так, по традиции, ну, конечно, какие-то вводятся новые, да, изменения, нововведения законодательства о занятости населения. Вот какие в этом году? Закон, вот мы работали в прошлом году вообще по 2 законам о занятости, да, это вот в связи с введением нового закона от 12 декабря 2023 года 565 номером был новый закон о занятости населения, и наш, значит, вот тоже, так скажем, от 91 года, от 19 апреля был старый закон, да, значит, мы работали по 2 законам. С этого года вот старый закон о занятости от 91 года, он полностью утратил силу и вступил, значит, вот полностью уже в свои права, так скажем, закон о занятости, 565 закон, и самым важным нововведением является это индивидуальный план содействия занятости. Данный индивидуальный план, он разрабатывается каждому ищущему работу, который вот, подает свое заявление с выплатой пособия. Да, это делается на портале «Работа России». В первую очередь гражданин, ищущий работу, когда подает заявление, он должен также пройти профилирование. Что такое профилирование? Да, это он отвечает на 19 вопросов, и исходя из этих вопросов, вот профилирования, да, мы должны понять, какую он работу ищет, с какой заработной платой, с каким условием труда и так далее, да, и исходя из этого делается индивидуальный план содействия занятости. И в течение 3 дней со дня подачи заявления на поиск работы мы гражданину делаем проект индивидуального плана и ему через портал «Работа России» также направляем для согласования. И не позднее 4 дней вот, после подачи заявления мы его приглашаем на личную явку. Он приходит и должен согласовать данный план. Да? Что в этом плане вот индивидуальном входит? Индивидуальный план содействия занятости, туда, значит, все сервисы наши, то есть это какие меры государственной поддержки мы оказываем и какие он хочет и желает, мы ему предлагаем. Это в поиске, естественно, значит, в первую очередь это поиск работы, да, это в том числе и, допустим, впервые ищет работы, либо долгое время, если не работал гражданин, да, тогда мы профориентацию также предлагаем. Можем предложить, если он на сегодня не может трудоустроиться, профобучение и дополнительное профессиональное образование, да, также и психологическую поддержку, социальную адаптацию, временные работы, также участие на общественных работах. Да. Если в городе Якутске не находит работу, тогда мы можем даже предложить для трудоустройства с переездом либо переселением в другую местность вот, по направлению службы занятости. Все эти
И предпринимательская деятельность, да, тоже, значит, немаловажно. Те, которые хотят вот этим заниматься, мы также вот в рамках этого индивидуального плана все это пишем там. И на основании этого гражданин должен подойти, вот раньше, если 2 раза он перерегистрацию проходил в центре занятости, да, то теперь он будет не превышающий 2 раз в неделю будет приходить на эти мероприятия, да, чтобы он быстрее трудоустроился и, конечно же, чтобы был он полностью информирован всеми государственными мерами поддержки, какие есть в сфере занятости, и для этого мы предлагаем вот в рамках все это в плане содействия занятости населения. И вот с каждым будем работать, сопровождать и так далее, значит, вот по данному плану. Далее, значит, следующая мера нововведения – это раньше, если он, значит, подавал заявление в поиске работы только и с выплатой пособия, да, только, допустим, если он в городе Якутске был зарегистрирован, да, только тогда. А теперь, значит, получается таким образом. По месту, значит, регистрации и месту пребывания в субъекте Российской Федерации он имеет право подать заявление с выплатой пособия. То есть, если, допустим, я живу в городе Якутске, ищу работу в городе Якутске, но у меня прописка, допустим, да, в Татинском, Булунском или в Абыйском Улусе, я имею право подать в городе Якутске и получать пособие по безработице также в городе Якутске. Самое главное, у него есть прописка, это в нашей республике. Да. А если он в другом субъекте прописан, то уже только на поиск работы может подать. Также здесь можно, значит, вот одним из важнейших тоже, да, что интересно, раньше мы всех снимали с учета в случае трудоустройства либо занятости, да, а теперь, когда гражданин, допустим, в течение 5 дней будет работать гражданско-правовым договором, тогда мы можем приостанавливать выплату пособия по его заявлению, и мы его не снимаем с учета. Вот с регистрацией, да, и здесь, допустим, на 6-й день, если не подошел, тогда только, значит, мы можем снять его по трудоустройству, да, вот так как он работает по гражданско-правовому договору, либо, а если он подойдет в течение 5 дней, тогда, значит, он восстанавливается на поиск работы и продолжает получать пособие по безработице. Это тоже нововведение. Далее, значит, нововведение есть по тем гражданам, которые вот из других субъектов, да, которые приезжают к нам. Тогда у нас тоже получается таким образом. Он подает заявление в течение 15 дней после, когда он снимается, допустим, в другом регионе. Вот он жил, допустим, в Новгородской области, переехал в город Якутск и подает заявление. В течение 15 дней он уже прописался в субъекте вот, нашем, да, и потом подает. Тогда мы можем продолжить ему выплату пособия и поставить его на регистрационный учет. Это тоже нововведение. Следующее нововведение – это профилирование не только вот граждан, ищущих работу, да, но и работодателей. Это делается для того, чтобы мы распределили их по группам, да, это в зависимости от организационно-правовой формы, финансового положения и так далее. И последнее, значит, нововведение, это в этом году в Роструде появился реестр недобросовестных работодателей, которые выявлены там неформальная занятость, да, вот они, значит, при проверке, допустим, были обнаружены, должны были трудовой договор заключить, а они заключили гражданско-правовой договор, либо самозанятых сделали, да, чтобы меньше было гарантий льгот для данных граждан. Вот эти вот нововведения были введены в закон о занятости, если вкратце рассказать о них. Хорошо. С 1 января текущего года. Да. Ага. Уважаемые
Уважаемые телезрители и радиослушатели, Мария Трофимовна очень подробно рассказала о тех нововведениях в законодательство занятости населения. Если у вас возникли вопросы по профобучению, да, по другим вопросам поиска работ и так далее, пожалуйста, о мерах поддержки работодателей, то, пожалуйста, звоните нам на прямой эфир. Еще раз напомню, телефоны прямого эфира 32 2066 и 32 1166. Вот специалисты Якутского кадрового центра готовы ответить на них очень подробно и профессионально. Мы продолжаем нашу передачу. Мария Трофимовна, ну, конечно, вопрос очень традиционный тоже. Ну, как все-таки встать на учет, да, в поисках работы, и обязательно вот присутствие того человека, который ищет работу в офисе. Очное такое, наверное, скорее всего, да, встреча со специалистами кадрового центра. Да, здесь, значит, не обязательно. Не обязательно, да? Если дома есть интернет, есть логин, пароль, да, учетной записи в госуслугах, то он может, сидя из дома, подать свое заявление на поиск работы. Есть два типа подачи заявления. Это на поиск работы без выплаты пособия и с выплатой пособия. Без выплаты пособия, вот как я сказала, значит, вот те, которые не имеют регистрации в нашем субъекте, они могут подать, да, и те люди, которые имеют прописку либо место пребывания вот в субъекте, они могут подать с выплатой пособия по безработице. И здесь в первую очередь они, когда заходят на портал «Работа России», на верхнем углу есть «Создать резюме». Туда заходят, в первую очередь создают резюме. Мария Трофимовна, у нас телефонный звонок. Давайте наушники девушки оденемте, да? Пожалуйста. Вопрос радиослушателя. Алло, здравствуйте. Да? Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос такого характера. Сейчас активно развивается вахтовый метод работы. Да. Мне вот, допустим, 52 года. Угу. Я могу претендовать на какую-нибудь специализацию? Да, можете. Вот именно? Да, буквально, значит, вот у нас, Спасибо. Да, у нас проводятся вообще открытые отборы, да, и вот открытые отборы, это как раз промышленные предприятия здесь участвуют, это проходит как в виде, можно сказать, даже ярмарки вакансий. Мы в первую очередь, вот в отличие от ярмарки вакансий, собираем резюме граждан. Сейчас он, допустим, значит, может тоже к нам подойти, просто, значит, вот дать свое резюме, да, если он ищет работу вот только вахтовым методом, либо встать на учет, вот как я сказала, в поиске работы, вот с выплатой пособия по безработице, и мы тогда, значит, вот куда он хочет, делаем план, да, содействие занятости, и можем направить его резюме тем работодателям, которые на сегодня вахтовым методом. Это и, допустим, это и Алмаза Набара, это и Колмар, это Золото Селегдар, да, это те предприятия, которые промышленные на сегодня вахтовым методом работают. И открытый отбор у нас, допустим, вот прямо в феврале месяце вот прошло, и следующая, значит, вот ярмарка вакансий у нас также, вот всероссийская ярмарка вакансий будет 18 апреля, он может тоже вот прийти, да, и вахтовым методом там свое резюме подать нашим работодателям, которые тоже на вахту, либо если он скажет, что до 18 апреля... Да, еще время далеко, еще время, да, надо вот как-то сейчас определиться. Да, тогда он может вот сегодня же сидя подать заявление вот через портал «Работа России». Да, и сейчас я расскажу. Это вы заходите на портал «Работа России». Если у вас есть дома интернет, да, можете этим воспользоваться. Если и логин, пароль госуслуг обязательно нужно. Если нет дома интернета, то может подойти вот к нам, в Якутский кадровый центр. Наш офис находится по улице Петра Алексеева, 19/3, и там, значит, вот еще вывеска наша, офис «Моя работа» написана, да, и туда заходит, и там есть 4 компьютера, где может любой компьютер сесть и подать заявление. Прямо тут же, да? Да, тут же. И девочки, значит, вот инспекторы, да, наши помогут, как подать.
подать заявление, в самом верхнем углу у нас есть вообще резюме, да, вот мое резюме туда заходит и подает по шаблону, там прямо, значит, ничего не надо, значит, там от себя вообще не надо придумывать, да, а просто, значит, по шаблону он заполняет мое резюме. Мария Трофимовна, так, у нас уходим на рекламную паузу, уважаемые телезрители, радиослушатели. Потом вновь вернемся в нашу студию и продолжим нашу телерадиопрограмму «Якут сегодня». Оставайтесь с нами. Дорогие телезрители, радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это передача «Якутск сегодня». Напомню, что у нас сегодня в студии Мария Трофимовна Слепцова, руководитель Якутского кадрового центра, Юлия Николаевна Захарова, начальник отдела профобучения и профориентационной работы, Раиса Степановна Черкова, исполняющая обязанности начальника отдела по работе с работодателями. Телефоны прямого эфира 32 2066 и 32 1166. Мы ждем ваши вопросы, уважаемые жители города Якутска, поселка Жатай, да, если кто может до нас дозвониться, наши специалисты кадрового центра Якутского, участники передачи, гости студии ответят очень подробно на любой вопрос касательно занятости населения. Так, Мария Трофимовна, вот мы как раз отвечали до ухода на рекламу на вопрос о том, как встать на учет, да, в поисках работы. Да, что хотели добавить еще? Далее, значит, резюме мы модерируем, да, в течение одного дня, и далее, значит, уже приступает после модерированного резюме на заполнение заявления на поиск работы. Так. И здесь в течение, полностью также он заполняет данное заявление, и как заполнил, также проходит профилирование, отвечает на 19 вопросов. Как раз, значит, еще продолжая ответ гражданину, да, хотелось бы сказать, что местные кадры в промышленность, данный проект, он был завершен в прошлом году, и в этом году у нас новый проект, это работающие в Якутии кадры. И Государственный комитет занятости населения в этом году будет подписывать соглашение с работодателями, да, это будет более 200, значит, работодателей, на сегодня уже подписано, значит, 11 соглашений по нашей работе, и как раз, значит, ищущий работу гражданин, 52 года, это не такой уж, значит, возраст, да, это средний возраст для мужчины, он может трудоустроиться в любую, на любую вахтовую работу, если у него есть достаточно квалификации и так далее. Но если нет, то может также подойти к нам, мы можем его обучить и так далее. Да? Поэтому, значит, здесь его обращение в службу занятости, как я сказала, таким путем. Самое главное, конечно, обратиться своевременно, да, в службу занятости, конечно, и все-таки предоставить те необходимые документы, о которых вы говорили выше. А каков размер сейчас по безработице, пособия? По закону о занятости, по-новому, да, у нас определен уже минимальные и максимальные величины, и данные минимальные и максимальные величины, они ежегодно 1 февраля индексируются, и в этом году 1 февраля также было на основании постановления правительства Российской Федерации от 23 января этого года, да, номером 33 было проиндексировано на 9,5%. И здесь на основании этого документа у нас в городе Якутске с районным коэффициентом 40% стала минимальная величина пособия по безработице 2470 рублей, и максимальная величина это 21 062 рубля в первые 3 месяца, и последующие 3 месяца будут получать 8232 рубля. Вот такие величины пособия по безработице. Так, что ж, продолжаем нашу передачу. Теперь хочу Юлии Николаевне Захаровой задать вопросы профобучения, уважаемые телезрители, радиослушатели.
давайте конкретные вопросы, если у вас есть какие-то проблемы, что-то нужно узнать, да, дополнительно, пожалуйста, звоните нам в студию 32 2066 32 11 66. Вот какие меры поддержки оказывает отдел организации профобучения и профориентационной работы? Пожалуйста, вам слово. Добрый день еще раз, уважаемые слушатели. Наш отдел организации профессионального обучения и профориентационной работы оказывает 4 меры государственной поддержки. Так. Это организация профессиональной ориентации граждан. Она проводится в целях выбора сферы деятельности, профессии, с целью трудоустройства, прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. А вторая услуга – это социальная адаптация граждан, ищущих работу, и безработных граждан. Добавлю, что в этом году добавилась эта услуга оказывалась только безработным гражданам. В этом году добавилась категория ищущие работу, что немаловажно. Эта мера поддержки, она включает в себя предоставление сервисов, которые направлены на обучение гражданина методам поиска работы, технологии поиска работы, методики проведения переговоров с работодателем, включая совершенствование навыков делового общения, самопрезентации, формирование активной жизненной позиции, решение вопросов, связанных с подготовкой к выходу на новую работу, адаптации в коллективе, закрепление на новом рабочем месте и планирование карьеры. Третья наша мера – это психологическая поддержка безработных граждан. Она оказывается уже только безработным гражданам. Она направлена на снятие психоэмоциональной напряженности и состояния тревожности, возникающих в процессе поиска работы. То есть человек осознает свою проблематику осознание своей проблематики в поиске работы, разрешение конфликтных ситуаций. Также она направлена на отработку новых приемов и способов поведения. Также мотивация гражданина к труду и снятие эмоционального выгорания. Вот эти две услуги, социальная адаптация и психологическая поддержка, они оказываются как в индивидуальной форме, так и в групповой. И четвертая наша мера поддержки – это профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Эта мера поддержки проводится с целью обучения востребованным на рынке труда профессиям, специальностям, на приобретение знаний и компетенций, необходимых для трудоустройства, либо открытия собственного дела, а также для повышения конкурентоспособности на рынке труда. Да, вот профобучение действительно это необходимо и самое важное, конечно, что, как говорится, это самое основное, наверное, да, все-таки в вашем отделе. А вот какие программы существуют, через которые можно пройти это обучение через вашу службу занятости? Да, вы правы. Наша четвертая мера поддержки, профобучение, дополнительное профессиональное образование, она прежде всего направлена на помощь гражданину в трудоустройстве. Многие не имеют профессии, да? Кто-то хочет сменить профессию. На что она направлена? Она направлена на приобретение и развитие... Давайте немножко волнуюсь. Ничего. Профобучение – это реализация мероприятий по обучению, осуществляется она с учетом потребностей работодателей в кадрах и в целях приобретения или развития граждан, имеющихся знаний, компетенций и навыков для обеспечения их занятости. По каким программам мы обучаем граждан? Во-первых, это государственная программа Республики Саха, это содействие занятости. В этой программе участвуют только безработные граждане, которые зарегистрированы в органах службы занятости. Здесь есть у нас изменения. До начала обучения формируется и подписывается договор, заключаемый между гражданином, образовательной организацией, службой занятости и работодателем. Чего раньше не было, да? Не было. Четырехсторонний договор. Понятно. То есть оно и направлено, что мы обучаем для того, чтобы гражданин был трудоустроен. Вторая наша программа – это федеральный проект «Активные меры содействия занятости», входящий в состав национального проекта «Кадры». Гражданам, имеющим право принять участие в мероприятиях по обучению, относятся следующие категории граждан. Здесь большой
спектр. Это, во-первых, безработные, которые зарегистрированы в службах занятости. Это инвалиды, это граждане предпенсионного возраста, граждане в возрасте 50 лет и старше. Это граждане, фактически осуществляющие уход за ребенком в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет. Это женщины, не состоящие в трудовых отношениях, имеющие детей в возрасте от 0 до 7 лет включительно. Граждане, обратившиеся в органы службы занятости в целях поиска работы. Это участники специальной военной операции. Это члены семей погибших в ходе участия в специальной военной операции. Молодежь до 35 лет включительно, которая не имеет среднего профессионального образования, высшего и не обучающиеся в высших либо средних профессиональных учебных заведениях. Ну и четвертое – это граждане, которые со дня окончания военной службы по призыву не являются занятым в течение 4 месяцев. По данной программе гражданин может принять участие 1 раз в период реализации федерального проекта. В целях организации обучения содействие занятости участников по обучению заключается с использованием портала работы России 3-сторонний договор. Это организация, участник и работодатель. Тоже, опять же, направлено на трудоустройство. Ну и работающие Якутия кадры. Это для граждан, незанятых граждан, ищущих, желающих трудоустроиться в промышленные организации. А вот можно ли пройти вот обучение с гарантированным трудоустройством? Да? Ну, можно, да. можно. Какие организации, конечно, какие требования к кандидатам? Какие? Да, можно. Это работающие Якутия кадры для незанятых граждан. То есть мы обучаем под запросы работодателей конкретных. Заключается соглашение. Вот в этом году это у нас МУП ЯПАК. Это водители категории D. Кто может пройти? Это переподготовка с категории Б на Д, с С на Д. Здесь нужно будет, чтобы у гражданина была водительская категория, стаж не менее года. Все-таки это перевозка граждан. Обучает у нас Якутский автодорожный техникум. Обучение длится 2,5 месяца. Также у нас участвует в этой программе ПАО «Лорб». Это судовой повар, электрик судовой, рулевой моторист, матрос-проводник. Обучает Житайский техникум. Обучение месяц, 1,5 месяца. И организация Якутпромстрой. Это водитель категории D, опять же. Да? Да. Какие требования? Это основной параметр. Да? В первую очередь, если есть желающий гражданин обучиться, мы направляем на собеседование к работодателю. Гражданин должен предоставить справку о том, что у него отсутствует судимость, нет по наркотикам, запрос делать все на госуслугах, да, отсутствие штрафов, проходит собеседование у работодателя. Если работодатель, плюс еще медицинский осмотр, где есть допуск, да, допуск к вождению, допуск к обучению, допуск к работе. Только после этого, когда работодатель дает свое согласие, мы гражданина направляем на обучение при формировании групп на обучение. Вот. Все у вас, да? Да, все. Ну, вот хорошо. Здесь, я добавлю, да, вот как раз, значит, вот у нас обучаются граждане, вот, которые имели Б-категорию, да, 5 граждан, на водителя Д-категорию, чтобы с последующим трудоустройством ЯПАК, МУП, да, на водителя вот, автобуса, и которые имели С-категорию, также обучаются 5 граждан, также на водителя вот, автобуса с последующим трудоустройством ЯПАК. И вот, которые Юлия Николаевна только что перечислила, мы всех граждан, которые хотят трудоустроиться, хоть это будет ЛОРБ, да, хоть это будут, значит, другие предприятия, то, конечно же, мы приглашаем также в наш Якутский кадровый центр. Да, спасибо. Уважаемые телезрители, радиослушатели, остается у нас буквально совсем немного времени, около 5 минут даже. Вот я хочу задать Раисе Степановне Чирковой, да, вопросы, о мерах поддержки работодателей. Давайте вот, наверное, вкратце как-то вы ответите на эти вопросы, да, хотя бы самое основное. Вот какие стимулирования найма есть для работодателей?
Хотя бы перечислить основные. Есть стимулирование найма для отдельных категорий граждан в рамках национального проекта «Кадры». Также есть стимулирование из местного бюджета на финансирование обеспечения затрат на временные трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет в субботы от учебы время и содействие в трудоустройстве инвалидов. Так. Хорошо. А вот какие меры государственной поддержки предусмотрены для граждан? У нас есть программа организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Продолжительность работы там 1 месяц. И гражданин получает материальную поддержку из средств республиканского бюджета в размере 11 674 рубля 80 копеек. Ну, если, например, граждане с инвалидностью, да, трудоустраиваются тут на организации, где... Вот какие меры поддержки есть для работодателей? Самые основные. Есть у нас организация сопровождения инвалидов при трудоустройстве. Это наставничество. Работодателю выделяется субсидия для финансирования трудоустройства инвалида. Также далее содействие трудоустройства незанятых инвалидов на оборудование, оснащение для них рабочие места. Ну, конечно, изменения произошли вот с 1 января текущего года вот в законодательстве, да, по квотированию рабочих мест для инвалидов, да, трудоустройства инвалидов. Какие, если можно, да, какие-то изменения? Основные тоже назовите. С 1 сентября прошлого года у нас были изменения, да. Расчет квоты производится сейчас ежеквартально. Также работодатели сдают отчеты с 1 числа по 10 числа. Хорошо. Ну, вот, по-моему, Мария Трофимовна, вы же говорили о ярмарках, да? Здесь вот, ну, как проводятся ярмарки вакансий? Такой вопрос я задать вам. Адресные ярмарки трудоустройства у нас проводятся ежеквартально. Это для граждан с инвалидностью, также для участников специальной военной операции, а также их членов семей и для промышленных предприятий. Открытый отбор. Я здесь добавлю, да? Да, пожалуйста. 27 числа, вот 27 марта, мы делаем еще раз ярмарку трудоустройства для граждан, участников спецвоенной операции и их членов семей, поэтому мы приглашаем с 14 до 16 часов по адресу Петра Алексеева, 19/3. Вот те, которые на сегодня ищут работу, да, могут подойти в этот день, и те, которые состоят на учете в качестве ищущих, безработных, да, также мы приглашаем, если они в эту категорию входят, 27 марта с 14 до 16 часов в офис, также, значит, так скажем, Якутский кадровый центр теперь. Какие необходимые документы там иметь при себе? При себе, значит, самое главное — резюме. Это получается, вот на сегодня, если гражданин ищет работу, то он должен иметь при себе резюме. Если его нет, то мы поможем, вот как раз отдел профобразования и профориентационные работы, да, помогут ему сразу создать резюме. Поэтому, значит, а так у нас ярмарки ежемесячно проводятся, да, и вот как сказала, в апреле месяце у нас 18 числа, в июне у нас 6 июня будут проводиться всероссийские ярмарки трудоустройства. Приглашаем всех граждан, те, которые ищут работу. 18 апреля это будет вот в музее, в историческом парке. Все. Спасибо, Мария Трофимовна. На этом наша передача подошла к концу. Всего доброго, уважаемые телезрители и радиослушатели. Всего доброго.